Так, тут спрашивают. Даудова назначают главой Ингушетии. Как смотришь на это? Я сегодня поздно проснулся, потому что всю ночь не спал. И не знаю, наверное, это фейк. Я так думаю. Потому что разумные решения Кремль не принимает никогда. Кремль делает все в ущерб интересам империи, интересам народов империи. А этот шаг, если бы Кремль совершил, это был бы великолепный шаг. Вот. Ингушетия очень проблемный, трудный район. Вот. Там нужен не нынешний глава Ингушетии, имя-то Акакий Баас. В общем, я забыл его имя, вернее, фамилию, ну и имя тоже. В общем, он такой, знаете, старичок, видимо, добродушный, хороший, наверное. Ему в шезлонге на солнышке греться, пивка попивать, но не районом таким, как Ингушский, управлять. Это я не знаю, какому идиоту могло в голову прийти назначить вот этого Акакия руководителем Ингушетии. А Даудов, он молодой, умный, в политике уже заматерелый, знает проблемы, и он наверняка решил бы многие социальные проблемы Ингушетии. Сейчас-то все это время Ингушетия, знаете, ингушский народ подвергается ужасному насилию. Страшно, ужасному насилию. Не решаются социальные проблемы. А Даудов оградил бы ингушский народ, решил бы многие социальные проблемы. Молодой, энергичный, известный, авторитетный в Кремле, в российских кругах. Это было бы здорово. А еще здоровее это было бы, если бы они срочно объединили Осетию, Чечню, Дагестан. А еще лучше вот весь этот Южный федеральный округ, объявить, Кавказской губернии. Зачем лицемерить, какие там республики нахрен? Нет никаких республик. Объединить, сделать Кавказская губерния. Вот, и во главе Даудов. Вот, и все, и тишина была бы, и Кремлю подспорье было бы. Вот, поэтому, если это правда, то это очень разумный шаг. Я даже не знаю, как это. Кремль догадался до такого озарения. Это прям Божий промысел, я бы сказал.